здесь вот интегрируя и образы, и, скажем так, и дыхание, и движение, здесь ну, я вот интуитивно, скажем так, вот просто как прочитал, открыл случайно на странице эпоса Урал-Батыр, первая часть. Там есть два человека. Это ресурсные образы. Янберды и Янбека. Это люди, которые никогда не болели. Это родители Урал-Батыра. Не знают Янберды и Янбека болезней, не пристает к ним недуг. Любая рана тут же заживает, словно ее не было. То есть хорошие образы для, может быть, самовнушения, для активации образов, для активации ресурсов своего организма. Получается, Янберды это мужское начало здоровья, Янбека это здоровое женское начало. Вот у нас прямо на нашей земле есть вот такие инструменты. И плюс еще начал также применять вот оздоровительные движения. Урал это значит виток, круг, круговые движения. Основные движения это круг, бесконечность и спираль. Ну и давайте попробуем. Это может быть любой образ, не обязательно из эпоса. У нас люди брали образ Винни-Пуха, например, образ Терминатора. То есть любой образ из любой сказки, из любого произведения. Вы в конце концов приходите к образу себя, потому что вы и есть самый сильный, самый ресурсный человек. Мы прошли естественный отбор. Наши предки выжили, прошли войны, что только не прошли, и вероятность рождения именно нас и выживания, она не такая большая. Но тем не менее мы прошли. В нашем организме, в нашей психике есть все ресурсы для того, чтобы быть здоровыми, справляться с любыми стрессами. И вот первая мысль это настрой именно, образ сильного человека, образ человека, у которого хватает ресурсов для всего. Первое. Второе. Мы начинаем делать круговые движения. Круг. Круговые. Включаем дыхание. Ну, можно шире встать. Давайте вот используем все пространство, пошире встать. Давайте вот сюда. Ага. Круг. Круг это символ гармонии. Угу. Так. И сейчас вниз вдох. Наверх выдох. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Представим, что мы со вдохом вбираем энергию Земли. Заземлились, пропускаем через себя, направляем наверх. Вдох, выдох, вдох. Ну и в рамках производственной гимнастики можно еще сделать наклон, с наклоном, еще глубже вдох, еще больше энергию взяли. Еще больше восстановили организм, пропустили через себя выдох. Можно сделать с приседанием, давайте попробуем. Да? Включаем другие группы мышц. Угу. Ну, я обычно делаю, сейчас пока в демонстрационном формате, я обычно делаю, получается, наклон раз 8-10, ну обычно классические 8-10 повторов. И обычно вот тут уже после приседаний уже такая нагрузка хорошая, и после этого уже хочется восстановиться. Здесь уже бесконечность. Бесконечность включим. Угу. Бесконечность. Здесь можно представлять, опять-таки, активировать внутренние ресурсы организма, как восстанавливаются наши клетки. Мы запускаем процесс бесконечного деления клеток, которые омолаживают наш организм, восстанавливают наш организм. То есть представить процесс пищеварения, как работает сердце, поддержать и мыслью, и действиями работу нашего организма. Здесь можно включить еще вот такой, как в виде восьмерки, самомассаж. Да? Наш мозг восстановить немножко, пусть он огладит себя, молодцы, лицо, вокруг ушей. Кто за компьютером работает, вот, тоже вот так вот, чтобы у нас не было туннельного синдрома, одну руку, которая чаще всего, скорее всего, страдает, да, вот, помассировали, другую, тоже не обижаем. Кстати, у меня всегда такая потребность вот так руки делать почему-то. Хорошо, это значит, наш организм хочет, вот, получается какое-то напряжение. Не то, что привычка, иногда так вот прям хочется. Потребность. Вот
Телесные техники, чем хороши, там есть такое упражнение скан тела, надо осознавать периодически свое тело, и когда вот такой навык формируется, люди перестают уже как-то садиться, чтобы не зажимать, да, вот, то есть человек начинает уже двигаться свободно, он действительно чувствует свое тело, какие-то блоки, зажимы, как только он почувствует, сразу начинает от них избавляться. Вот. Ну и еще одно движение, это у нас спираль, да, развития жизни, давайте так, по круговой. Начинаем вращать. Плюс с руками начинаем включать у нас и таз. Все свое тело включаем. Отлично. Выше, выше. Отлично. И у нас есть также образы птица, рыба и лев. Вот 3 образа интересные. Их тоже можно задействовать. Ну, это 3 персонажа, которые помогают Янберги и Янбеке охотиться. Ну, птица, здесь тоже можно включить дыхание. Давайте вот вдох, теперь наверх. Выдох. Глубокий вдох, включаем здесь, получается, тело. Может, даже какой-то отвлеклись, игровой момент, да? Вошли в образ птицы и немножко и забыли про какие-то проблемы. Образ внутренней свободы, да? Внутренней свободы. И дыхание опять-таки подключаем. Рыба, да, здесь сжимаем руки, это мужское, женское начало, и начинаем уже путь, обходя какие-то углы, препятствия. Это наша внутренняя гибкость, да? Способность справляться с какими-то сложными ситуациями, без конфликтов, без стрессов, двигаться к своей цели. И целеустремленность в то же время. Да? Мы от цели не отказываемся от своей, мы к цели движемся плавно, гибко, не вредя ни себе, ни другим. Ну и лев, вот здесь можно любой образ какого-то такого животного взять. Да? Вот, ну, кошачьи, они обычно очень такие гибкие, очень живые. У них сложно представить, что у них есть какие-то блоки, зажимы. Ну, здесь можно опять-таки тоже представить, как вот такое животное сильное, оно крепко стоит на ногах. Можно в образ медведя, например, тоже, да, который там весит. Сколько весит медведь? 150-200. Вот представим, как вот вес ощутить прямо, да, вот землю под ногами. Земля — это уверенность, земля — это спокойствие, безопасность. Ну, понять, что на самом деле мы управляем своим телом, тело нас слушается, психика наша, она тоже пластичная, она гибкая. У нас достаточно большое пространство свободы в плане своего здоровья, мы много что можем сделать, да, и осознать, что может нам мешать, и мы действительно хозяева своего тела, и мы можем влиять на свое здоровье. И применить все, что вы написали, все, что вы решили, применить уже на практике и формировать это у наших работников, чтобы они тоже ценили свое здоровье, ценили свою жизнь и также жизнь и здоровье тех, кто работает рядом. Да. Спасибо вам за активную работу, коллеги. Очень приятно было с вами работать. Спасибо. Я хочу сказать, мы уже это почувствовали без моего объяснения, да. Вот он к вашим услугам, то, что называется. Пожалуйста. Пригласить. Спасибо. Приехали. Готов поработать. И такие вот небольшие мастер-классы я готов провести у вас на предприятиях, приехать, провести. Вот можете 7-8 тоже прийти, там кроме меня будут и другие психологи, психотерапевты. То есть посмотрите разные подходы, разные методы. Спасибо, что нашли время. Ну, действительно, ваш креатив, он меня тоже вдохновил. Прямо вот, когда вы презентовали, у меня у самого тоже появились идеи. Спасибо большое. Мы все вместе движемся, разделяем одни и те же ценности, движемся к тому, чтобы было здоровье, жизнь, безопасность для сотрудников. Спасибо.